Я родом из Тюменской области, город Тобольск, родина Менделеева и Ершова. Закончила педагогический институт имени Менделеева. С мужем мы познакомились совершенно случайно, у меня был день рождения. Я пошла с подружками в кафе, и вот так вот просто получилось, что мы с одной деревни, где родители живут, вот так и познакомились. Он работал у меня там в органах, вот. Ну, когда уже поженились, потом уже приехали сюда, у нас уже был ребенок, 1,5 годика где-то было ребенку. Мы приехали сюда, чтобы ребенок знал родной язык. Почти 10 лет уже, да, в 2014 году он только начался, сразу после Нового года мы сюда приехали. Было страшно, то есть оставлять дом, оставлять родных, но, честно, мне очень нравится. Мне нравится моя работа, коллектив, то есть меня приняли хорошо, и теперь даже не хочется уезжать никуда. Я воспитана в строгой семье, то есть у меня родители очень такие строгие. И, то есть, например, вот насчет одежды ходить, я, в принципе, всегда ходила, например, в длинной юбке, то есть в платке, то есть это такое у меня с детства уже было, к этому я была совершенно спокойна. То есть с этим у меня проблем не было никогда. Ну вот то, что единственное нету родных и далеко, вот это самая, наверное, единственная проблема, то, что скучаю. Хотя мы с мамой созваниваемся каждый день, но все равно как-то скучаю по маме. А как приняли родители, когда вы сказали, что вы собираетесь уезжать с мужем? Ой, мы сказали, что мы едем на 2 недели погостить. А потом получилось так, что я сломала ногу, мне наложили гипс, и это все затянулось так. И уже потом я нашла работу сразу же и сказала, что останусь. Честно, приняли тяжело. Меня папа воспитывал так вот с рождения самого ребенка, вот он его прям не отпускал с рук. Мы как раз жили первое время у них с ребенком, пока муж здесь улаживал свои дела, чтобы нас сюда привезти. И вот им тяжело было с ребенком расставаться больше. То есть он его и купал, и одевал, и пеленал. Но Адам же общается с дедушкой? Ой, да, конечно. Он очень любит и бабушку, и дедушку. Такой любвеобильный ребенок, то есть он очень хорошо. И здесь бабушка, дедушка, у него и там бабушка, дедушка. Везде родня, ему каждый брат. Привет. Что делаете? Да сижу, вон газету читаю. Смотрю. А я зараз Дома на работе? дома, за ноутбуком работаю дома. Как у вас дела? Ничего, все хорошо. Да, надо мне тоже начинать ходить. Я работаю, чтобы был на таком расстоянии. Ага. Правильно. Это знаешь где? А помнишь, ты когда приезжала, мы на рынок ездили, вот это еще дальше. Давай, пока. Позвонишь? Родители у меня пенсионеры. Сидят дома. У них огород, да, шикарный огород. Где-то у меня там папа цветы выращивает, там у него целая своя вот прям то, что я летом этим ездила, отправляю на работу видео подружкам, говорю, вот видно, в кого я. Там он из бревен делает фигуры. А папа у меня всю жизнь проработал в ДРСУ, дорожный ремонт, на строительное управление, главным механиком, вот, ну, так сказать, всю жизнь в дороге. Мама у меня работала в пенсионном фонде, в соцзащите, но они уже давно на пенсии, им уже 70 с лишним лет, я у них последняя. Сколько детей вообще? Нас 3, у меня 2 старших брата, и я последующих. Родители приезжают? Были 2 раза, и мама, ну по отдельности, правда, мама, папа приезжали.
ездили в горы. Ну, маме понравилось, конечно, все вот эти сады. Мама была потрясена вот этим вот, то, что цветы везде растут, вот эти деревья цветочные. Мама как раз была в начале июня и была в ноябре как-то. То есть еще у нас снега нет, виноград еще есть, так сказать. То, что вот люди, которые постоянно вот здороваются, вот этот менталитет, который всегда к старшим уважение. То есть вот эти вот нюансы, вот все маме очень нравятся. Ты, он, она. Вместе целая семья. Вместе дружная семья. В слове «мы» 100 000 «я». Известный поэт Расул Гамзатов писал: «Для меня языки народов – это как звезды». Это мой любимый класс. Это мой первый выпуск, и он для меня самый дорогой. Они все прекрасно знают, как я их люблю, хоть и ругаю. Если бывает такое, что кому-то по каким-то обстоятельствам у нас приходится уйти, с переездами. Дети видят, как я сильно переживаю. Я их всех очень люблю. Это мои дети. Каждый из них лично мой. Мы должны стараться быть лучшими. Учимся мы хорошо. Среднестатистически, как и все, в принципе. А какая у вас учительница? Какая? У меня все хорошо сложилось, а вот работа это вообще мне было страшно идти куда-то в него. То есть семья это как-то одно, это вот в кругу семьи, и никто нигде ничего там не скажет, не. А вот идти в чужой коллектив мне было очень страшно. Но хотя я не работаю уже в этом коллективе, но, честно, до сих пор вот как семья, родные очень стали люди, которые помогут, поддержат, выручат всегда, когда бы к ним не обратился. Моя первая работа – это вторая школа Сунжа. Я уволилась буквально недавно оттуда, но вот я до сих пор общаемся. А сейчас я работаю в первой школе Сунжи тоже. Там у меня свой класс, уже 4-й. Вот. Я с ними, получается, не с самого первого дня, а вот уже полгода прошло, у них уехала учительница, и меня попросили заменить. Вот так я с ними и осталась. Я очень свой класс люблю, своих детей. Они у меня, правда, очень хорошие в плане того, что редко такое встретишь. Я вот мечтаю, чтобы они, когда сейчас закончат, все-таки сказали, что не оказалось, что я плохой учитель, да, то есть, чтобы вот это все, то, что я в них вложила, не было зря, чтобы они в дальнейшем были успешными, потому что это первый выпуск, он будет самый запоминающийся, наверное, самый-самый любимый все-таки. Я вот очень хочу, чтобы у них были успехи, многом добились. У меня уже 2 в классе, один говорит, будет президентом Ингушетии, другой президентом России. То есть дети у меня очень хорошие. Все. Так. Мою учительницу зовут Юлия Владимировна. Она научила нас всему – читать, писать и считать. Она научила нас окружающему миру. Мы хорошо относимся к природе. Я очень люблю рисовать. И Юлия Владимировна очень хвалила мои рисунки. Мы видимся не только в школе, но и мы со всем классом ходим в парк, кафе и устраиваем разные акции. Юлия Владимировна самая лучшая, душевная, хорошая учительница.
И не каждая учительница сможет отдать столько тепла своим ученикам. Моя учительница очень добрая, хорошая. Она нас, конечно, ругает, но это все любя, чтобы мы выросли хорошими людьми. Мне очень нравятся наши уроки, на уроках бывает очень интересно. Юлия Владимировна нам объясняет все. С 1 класса я знаю все то, что она нам объясняла. Это лучший учитель в этой школе. Я живу работой. Я живу своей работой, я люблю свою работу, своих детей. И вот я им и живу. Вот здесь мы живем. Это наша квартира. У нас 3 комнаты. У каждого свой угол, так сказать. Эту картину или панно, я не знаю, как его назвать, я уже сделала давно, но она еще до сих пор у меня недоделанная стоит. Здесь не хватает еще деталей. Но пока с работой нету времени. Здесь у нас зал. Это моя подруга Танзила, самый близкий человек мне. Уже 7-8 лет мы с ней вместе. Познакомились вообще случайно в чате, где сидят рукодельницы. Здесь картина тоже делала я, как и цветы. А из чего делаете? Это изолон. Рамку мне делал муж, а уже все остальное я собирала сама. Делала также вот цветы. Вот эти мыльные цветы собирала тоже сама. Ну и здесь тоже мыльные розы и топиарии. Здесь у нас комната ребенка, его зона, в которую даже нельзя заходить. У нас даже табличка раньше была «Не входить», написал, повесил. Это моя кухня, так сказать, мое место. Здесь картина, я ее сделала тоже сама. Ну и в основном моя рабочая техника, на которой я сейчас работаю. Но здесь удобно работать, потому что я не могу без кофе. То есть вот я сажусь, я здесь сразу пью кофе постоянно и работаю. Сейчас у меня вся работа уже в ноутбуке, то есть я уже перестала делать вот какие-то картины, что-то такое, я уже делать перестала. Ингушетия стала мне домом. То я уже не вижу себя в другом месте где-то. Здесь уже все свое, уже все родное. Вот мама постоянно вот говорит, что давайте, может, переедете как-то. Мы хотим, как-то отмалчиваемся, но никуда не хотим уезжать. Здесь уже все, говорю, свое, уже все прикипело, так сказать. Меня учат до сих пор где-то что-то, вот где-то сказать что-то как-то нужно. Или так-то поступить, так-то сделать лучше. Вот. Я советуюсь, бывает даже. Что вы могли бы сказать себе в будущем? Не сдаваться. Какие бы трудности бы ни были, только не сдаваться. Потому что бывают вот всякие такие нюансы. Я говорю, я такой человек, который пропускает все через сердце, начинает плакать, что все брошу, что не буду делать. Часто даже простые комментарии, вот я очень сильно переживаю, вот бывает там работы какие-то не могу сделать, а люди там пишут, вот, что это так легко, это и все, и честно, бывает обидно, вот. Я говорю, все, я больше ничего делать не буду, но я хочу, чтобы вот все-таки была вот эта сила не сдаваться и все это пройти, осилить, чтобы были еще в дальнейшем силы работать. У нас есть сын, ему 11 лет, зовут Адам.
Учится он у нас в 5 классе, ходит на спортивную секцию по боксу. Так что будущий защитник, так сказать, у меня будет. Я занимаюсь боксом, где школа жизни. Один раз что-то неправильно сделал или соврал, вон там 100 приседаний. Я занимаюсь лепкой и рисованием. Больше всего мне лепить нравится. Получается у тебя, да, это? Да. И ты лепишь человечка. А может, ты скульптором станешь? Не думал об этом? Не думал. У моего сына очень такая вот упертость. Вот. То есть вот он сказал, вот он будет добиваться. Вот сейчас мне нравится то, что вот он пошел на этот бокс, и ему это нравится, вот он пытается как-то себя научить, то есть сделать, добиться чего-то, каких-то результатов. Он у меня очень хорошо говорит в плане того, что вот, например, вот, как ораторы, да, вот он спокойно может в любой компании пойти, где-то что-то вот, у него вот, мне тяжело, например, при незнакомых особенно людях, где-то большая, вот мне тяжело, вот я сейчас готовлюсь к конкурсу «Учитель года», и я переживаю, как я буду там выступать перед людьми, а он у меня спокойно, вот, он у меня читает, быстро заучивает стихи, вот у него вот это хорошо дается ему, и по ингушскому, конечно, сложнее, но рассказывает он стихи очень хорошо, даже на ингушском. То есть вот такое у него есть, что он хорошо говорит, и вот рассказывает, ему легко это дается. Стараюсь, конечно, вложить хорошее, доброе. Я надеюсь, что старания не пройдут даром. Но я уверена, что вырастет защитник, то есть который всегда сможет за меня постоять и, как говорится, в старости стакан воды подать. Мы с Юлией познакомились 7 лет назад. У нас была группа рукодельницы. Когда меня туда добавили, она уже там была. Она скидывала свои работы, как она вязала. Я удивлялась, вязала очень красивые вещи, одежду для своего мальчика с флагом нашим. А потом она рассказывала, что она больше не вяжет. Я ей даже потом вязала для игрушек шапочки. Карандашик связала для школы, колокольчик. Да, колокольчик был супер. Да. Вот. С тех пор мы дружим. Сейчас она начала делать пособие для детей на ингушском. Очень. И моей девочке тоже прописи всегда привозила. И девочка очень рада. Я ей желаю, чтобы она еще дальше по своей работе процветала, чтобы ценили ее труд. Очень на это я надеюсь, что ее труд будут ценить люди. Да я всегда всем благодарна. Даже если что-то где-то было, вот, ну вот имеется в виду какие-то непонятки, но, как говорится, опыт. За вот этот опыт я всегда всем благодарна. То есть через что я прошла к этому, вот, чего я достигла. Я бы без своего коллектива, вот, без своих друзей, мне кажется, не смогла бы этого. У меня очень хорошая, можно так сказать, подруга, как старший наставник есть. Работает заучем в лицее Мальсагова Ляля Тамерлановна. Вот, правда, как педагог-наставник, который всегда проконсультирует, скажет, поможет, как лучше сделать. Вот с ней работать вот одно удовольствие. Я помню, когда я работала в лицее, я такого не встречала в том плане, что вот, именно вот, готовишься к уроку, и этот конспект нужно написать от руки. Ну, она же, как обычно, раз, с интернета скачала, распечатала и хватит. А здесь она требовала. Сначала мне это так не нравилось, я бастовала, возмущалась. Пока до меня вот это вот не дошло, что правда, когда пишешь, ты это продумываешь, осмысливаешь, а как лучше поступить, как лучше сделать. Вот за это я ей благодарна.
над которым она сегодня работает, это очень большой труд. Это большая подмога для учителей. Именно тех учителей, которые работают в начальном звене. Но и для нас, у старшего звена, у среднего звена, у нас тоже, благодаря Залине, у нас сегодня есть портреты наших писателей. Свободно мы уже можем распечатать, она нам распечатывает их, всякие материалы нам готовит. Вот, мы сегодня можем гордиться тем, что у нас сегодня вот мы на уроке можем использовать материал, который она нам приготовила. Точно так же и в начальном звене учителя могут использовать материал, вот эти вот брошюрки, над которыми она работает. И вдобавок мне хотелось бы просто пожелать ей, чтобы направление и цель, которую она выбрала на данный момент, то есть развитие ингушского нашего национального языка, родного языка, чтобы она не теряла желание. Юлия Владимировна, она у нас всего 3 года как работает, но уже за это время, за такой короткий достаточно промежуток, она очень успешно адаптировалась в коллективе. И надо признать, это очень такой прекрасный человек, разносторонне развитый. Она, наша сестра и в исламе, и наша сноха, приехала издалека, из Урала, адаптировалась в нашей среде, приняла наши обычаи, культуру. Немаловажный факт тот, что она практически свободно владеет нашим ингушским языком. Подготовила большое количество материала на родном языке. Это методические пособия для начальных классов. Участвует практически в каждом конкурсе, который есть, вот профессиональный конкурс. Вот мы сейчас еще надеемся, что я разговариваю с ней, мы готовим ее, чтобы она выступила на конкурсе «Учитель года» от нашей школы. Я желаю ей больших успехов в работе, дальнейшего продвижения. И я надеюсь, что она в будущем, есть несколько у нас проектов по ингушскому языку, что она их реализует. Что у нас будут сайты специализированные, что у нас будут программы, вот она еще и кружковую работу проводит, что у нас будут специализированные именно программы под Android, под iOS, чтобы у нас можно было скачать на телефон приложение и обучаться родному языку. Вот желаю ей, чтобы она все это исполнила, чтобы она и продвинула наш язык в массы, как говорится, родной. Поначалу я вязала там ребенку вещи с флагом, вот такое вот было. Когда ребенок пошел в 1 класс, вот его учительница попросила: сделай мне буковки. Вот. Ты же, говорит, художник, у меня первое образование, это художник, идет учитель рисования. Нарисуй, говорит, чтобы я детям показала, потому что наглядности абсолютно никакой нету. Ну, я сделала, я прям такая была счастливая, я в Word нашла картинки, собрала это, сделала по-простому. Ой, я такая была прям вообще, что вот я что-то сделала. А когда у меня был у самой уже 1 класс, мой ребенок уже был, получается, во 2 классе, коллега уже в 1 школе сказала: ну, зачем такие, говорит, нужны прописные. Я ей доказываю: так нету прописных, потому что там же идут какие-то двойные, которые легко можно сделать, а вот именно вот эта буковка, то есть ее же нету такой прописной. Вот я доказывала, что это. И она мне сказала, вот после ее слов, я начала делать. Она сказала: тебе сложно, что ли? Ты справишься. И после этого я уже с любой сложностью пытаюсь справиться, как-то вот уже верю, что получится. Вспоминаем, что у нас не меняется в слове. Корень. Молодцы. Сейчас записываем упражнение 86. Это мои
свои работы. На ингушском языке я делаю для деток, чтобы им было интереснее развиваться и познавать свой язык. Игры эти объемные, на липучках. Когда заходишь в магазин, на всех языках есть, а на ингушском это мне было так обидно, я решила сделать. И начала делать вот такие вот сначала игры, книжки, потом пошли со сказками, разные. Тоже все снимаете, да? Да, все полностью здесь везде снимается, чтобы развивать деткам моторику. Раз они пальчиками могут узнавать, развивающие всякие, тоже небольшие такие, с названиями животных, птичек там всяких разных. Но самое, наверное, мои любимые – это портреты. Чтобы показать детям, в интернете очень плохого качества. Фотографии старые, я начала их обрабатывать. У меня получились вот такие красные, яркие портреты. Здесь мои первые прописи, у меня их уже очень много, но это были самые первые. Мне их помог издать фонд «Ихсан» при их поддержке. То есть мы по-русскому знаем, есть разные прописи, а именно прописных букв по-ингушскому не было. И эти буковки, которые у нас идут двойные, я их отрисовывала сама, каждую буковку в фотошопе сделала. И вот у меня получились вот такие вот прописи на ингушском языке. А дальше, чтобы детям также чем-то помочь, я сделала сборник правил, то есть все правила начальных классов. Полностью собрала здесь по-ингушскому, чтобы им было удобнее раз подсмотреть где-то что-то. Но, наверное, самая главная моя работа, которую я делала именно для своего сына. Он у меня начал ходить в мечеть уже, даже ночью ходит, когда вот Рамадан идет, аскары. То есть вот эти все полностью картинки, которые вот здесь изображены, даже иллюстрации, фоны, орнаменты делала сама я. Рисовала в фотошопе. Также везде вот именно ингушский я брала орнамент, чтобы был. Также и фазик, чтобы был у ребенка тут. Сейчас у меня готовится еще один выпуск, вот типа такой же. А вот последние мои я делаю, мы с детьми сейчас занимаемся, вот это 4 класс, интерактивными тетрадями. На следующий год у меня уже будет 1 класс, хоть я не веду ингушский язык, но я хочу, чтобы мои дети были интересные уроки. Я начала делать вот такие вот складывающиеся картинки, чтобы детям было маленьким интересно. Каждый год с детьми проходят какие-то мероприятия. Вот у нас в школе же обычно там вот какие-то даты, да, и вот когда начинаются вот эти вот осенние события, да, февральские события, то есть ты через себя это проносишь, через что люди прошли, это очень страшно. Ну просто вот хочется, чтобы пожелать вот веры, что все-таки все станет на свои места, и вот эти все страдания зря не пройдут. Хочется просто в это верить, и чтобы дети знали язык, потому что вот работая в школе, вот уже почти 10 лет, часто сталкиваешься с такой проблемой, когда родители просят, нельзя ли отказаться от языка. Я считаю, это неправильно, как-то, если нет языка, то не будет там нации совсем. То есть хочется пожелать, чтобы больше уделяли вот именно этому внимание, потому что мультики, телевизор там на русском языке, они в школе выучат. Это всегда есть, вот зайдешь в любой магазин, то есть игры, пособия, все это есть. Но хочется, чтобы вот именно свое было.